Друзья, всем привет! Меня зовут Аслан Кушаев, я руководитель маркетингового агентства Медиагуру и основатель первой онлайн-школы для интернет-маркетологов в Казахстане. Сегодня на занятии мы с вами познакомимся со всеми инструментами интернет-маркетинга, которые позволят продвигать вашу компанию через интернет. Цель на это занятие не только познакомиться с инструментами, но и понять основные принципы, как они работают, понять, каким бизнесом больше всего подходит каждый из инструментов, для того, чтобы вы для себя выбрали самый подходящий способ продвижения. Всех этих способов очень много, и можно их разбить на два основных вида. Первый вид — это бесплатные, либо условно-бесплатные способы продвижения. Когда я говорю условно-бесплатные, значит, что это те же самые бесплатные способы продвижения, но имеют которые платный тариф, либо платный функционал, который дает больше возможностей, больше охвата, больше показов и в таком роде все. И второй вид — это платный способ продвижения, где вы платите за каждый переход, за каждую 1000 показов, за каждое размещение и так далее. То есть это полностью платный способ продвижения. Всех их очень много, с каждым из них, скорее всего, вы уже сталкивались. И давайте начнем с бесплатного способа продвижения. Наверное, самый популярный из бесплатных способов продвижения — это размещение на досках объявлений, таких как OLX. Таких сервисов очень много в Казахстане. И популярность этих сервисов очень просто объяснить. Первое, наверное, потому что интерфейс очень простой. То есть для того, чтобы вам зарегистрироваться и разместить информацию о вашем товаре, вам много времени не понадобится. И какие-то секретные знания вам тоже не нужны. Там все очень просто, все понятно. Второе, дело в том, что у этих сервисов есть уже своя аудитория. То есть вы, размещая информацию о своем продукте, уже получаете какие-то просмотры, получаете охваты и получаете звонки. Третье. Эти сервисы очень хорошо индексируются поисковиками, то есть Google и Яндекс их очень хорошо видят. И когда люди в поиске ищут какой-нибудь продукт, Google, Яндекс видят объявления с OLX и таких подобных сайтов и поднимают их выше, чем даже сайты интернет-магазины, которые находятся ниже. И также эти сервисы имеют платный функционал, то есть это условно тоже бесплатные сервисы. Они имеют платный функционал, который дает больше возможностей для бизнеса. Вы получаете больше охваты, более премиальное расположение в этих досках объявлений и, соответственно, больше продаж получится с этого сайта. Второй способ продвижения, то есть это был OLX или подобные сайты, доски объявлений. Есть еще другие способы продвижения. Вот как раз таки следующий вид — это размещение на маркетплейсах или сайтах-агрегаторах. То есть их называют по-разному. Это, например, сайты такие как Satu.kz или Яндекс.Маркет. Так же, как в OLX, в досках объявлений вы можете там же в агрегаторах размещать информацию о продукте. И причем информацию можете давать очень подробно. То есть это и разные фотографии сделать, и описание, и контакты о компании, контакты ваши личные. То есть этой информации достаточно для того, чтобы люди поняли, что вы им предлагаете, увидеть преимущества вашего продукта и, соответственно, захотеть купить. В отличие от досок объявлений, на сайтах таких как Satu и Яндекс.Маркет вы как бы условно создаете интернет-магазин на этих площадках. То есть это такой мини-интернет-магазин внутри другого большого интернет-магазина. И вы полностью размещаете, то есть ваши продукты в своем интернет-магазине. То есть это прям ваша витрина, полностью все ваши продукты, там будут ваши контакты. То есть это прям почти полноценный интернет-магазин с очень простым функционалом. Тоже имеют платные способы продвижения в этих же сервисах. За платные тарифы вы получаете больше охваты, можете продвигать конкретный какой-то продукт, то есть это наподобие прям такого платного продвижения, как в Гугле, вы можете продвигать свои продукты внутри Satu, внутри Яндекс.Маркета. И эти сайты тоже имеют свою аудиторию, то есть это также, как и в OLX, ну то есть так же, как доски объявлений, эти сайты хорошо индексируются поисковиками, они имеют очень большой свой органический трафик, то есть уже люди на этих сайтах уже есть, в принципе, в большом количестве, вы просто размещаете свои товары и вас будут видеть. Фишка в том, что можно размещаться везде, то есть как бы вы не исключаете одним размещением, допустим, на одном сайте вы не исключаете размещение на другом, поэтому в идеале нужно разместиться везде, то есть если вы видите доски объявлений, видите такие сайты, как Satu или Яндекс.Маркет, размещайтесь абсолютно везде. Следующий вид продвижения — это карты, размещение на картах Яндекс и на картах Google. Это очень неочевидный способ продвижения, но он, во-первых, бесплатный,
Во-вторых, имеет очень большой трафик, потому что карты Яндекс и Google, они появляются, одними из первых в поисковике. То есть, когда люди ищут, допустим, вы занимаетесь мебелью, и человек ищет мебель, допустим, там в Астане или в Алматы или в любом другом городе, появляется сначала реклама, потом появляется карта, да, и в которой вы можете бесплатно разместиться, и только потом все остальное показывается. То есть вы, по идее, можете разместиться бесплатно на поисковике Google и Яндекс на первых позициях, и это все бесплатно, и это все просто сделать. То есть вы просто заходите на страницы Яндекс.Карт и делаете создать новую компанию. И также на странице Google зарегистрируйтесь просто в сервисе Google Карт и размещайте там информацию о своей компании. Еще один из способов, который относится к бесплатным способам продвижения, это размещение информации о вашей компании в социальных сетях. Социальных сетей у нас самых популярных несколько. Это, если говорить по популярности сверху вниз, это Instagram, да, номер 1. Сейчас набирает очень сильно популярность TikTok, следом идет Facebook и четвертый, наверное, ВК, но здесь все зависит от регионов. То есть в некоторых регионах ВК опережает, допустим, Facebook. Говорить о том, что сейчас все бизнесы переходят в Инстаграм, или вообще в любые социальные сети, и это нужно, наверное, нет смысла, потому что наверняка вы уже сами покупали что-нибудь через любую социальную сеть. То есть вы что-нибудь покупали через Инстаграм, часто сидите и подписаны на различные магазины, то есть вы с этим сталкиваетесь, наверное, не нужно объяснять, что вам тоже в качестве бизнеса нужно размещаться в этих социальных сетях. Я различаю два самых больших преимущества размещения в соцсетях. Первое – это различие и большое разнообразие форматов. То есть вы можете вести информацию абсолютно в разном виде. Вы можете вести только трансляции, либо и трансляции тоже, и сторисы, 15-секундные короткие видео. Делать видео в формате минутных роликов для ленты. Вы можете вести в IGTV часовые ролики, то есть разные форматы видео, разные форматы фотографий, и это дает очень много возможностей для того, чтобы делать полноценный блог вашей компании. Вы можете давать информацию о компании, о продукции, делать видеообзоры, делать фотосессии, фотообзоры. То есть дать полную информацию в любом абсолютно виде и для любого абсолютно продукта. То есть это одно из таких преимуществ. Второе преимущество – это большая аудитория. Большая аудитория, причем она уже рассегментирована. Можно разбивать по социальным сетям разные аудитории, то есть, допустим, сказать, что молодежь сидит больше в ТикТоке, более взрослая в Фейсбуке, и такое средняя широкая аудитория находится в Инстаграме, ВК. Даже помимо этого, есть еще с каждой социальной сети, допустим, в отдельном Инстаграме есть свое разделение по категориям, и когда вы продвигаете свой бизнес, ваш аккаунт продвигается на людей, которые заинтересованы в покупках таких продуктов, которые есть у вас. То есть там уже все рассегментировано. Инстаграм сам заинтересован, чтобы продвигать продукты и показывать товары людям, которым это интересно. То есть там уже работает искусственный интеллект, и он сам готов продвигать ваш бизнес в этих социальных сетях. Следующий способ продвижения – это YouTube-канал. Он очень похож, наверное, относится больше к социальным сетям, но за счет того, что формат – это больше видео, он немножко ограничен по возможностям. Но там своя аудитория, там свои возможности продвижения, то есть это дополнительный способ заработка, дополнительный способ продвижения вашей компании. И в YouTube-канале вы можете делать видеообзоры, показать свою экспертность. И здесь как раз-таки больше есть возможностей, потому что это видеоролики разной длины, да, и вы можете показать максимально свою экспертность именно в формате записи видео. Крайний способ продвижения это у нас будет ведение блога вашей компании. То есть блог может размещаться абсолютно везде, либо на разных площадках специально для блога, либо на вашем же сайте. То есть в чем преимущество блога? В том, что вы показываете свою экспертность, вы даете советы, вы даете рекомендации для ваших же подписчиков, для ваших же потенциальных покупателей. То есть вы, грубо говоря, подогреваете интерес к покупке вашей такой холодной аудитории и затем, соответственно, продаете. Очень удобно, если у вас есть интернет-магазин и там же расположен блог. То есть блог позволяет удержать аудиторию намного дольше, продать более эффективно, потому что вы рассказываете о продукции еще в формате полезной информации, полезного контента, да?
И люди, соответственно, с большей охотой и с большим желанием будут покупать в вашем интернет-магазине. Это и есть наши, наверное, самые популярные бесплатные способы продвижения. Вот мы наконец дошли до платных способов продвижения. Из платных способов продвижения, наверное, самым эффективным, условно говоря, считается контекстная реклама. Контекстная реклама – это реклама в поисковике Google и в поисковике Яндекса, и она показывается буквально сразу на верхних позициях поисковой выдачи, когда вы что-нибудь ищете. Допустим, если вы ищете мебель в Алматы, все верхние позиции, 3 либо 4 строчки, это есть контекстная реклама. Ее легко можно распознать, и она подписывается словом «реклама». И в Яндексе, и в Гугле одинаково. Почему я говорю, она самая эффективная, именно условно? Потому что люди сами ищут вашу продукцию. То есть они ищут вас в интернете, и сразу же вы показываетесь им. То есть это прям очень целевая и очень горячая аудитория. Особенно если вы, допустим, прописываете слово «купить». Да? Если человек хочет мебель, допустим, в Алматы купить, да, он ищет именно в таком виде, значит, он прям самый-самый горячий клиент. Принцип настройки и вообще принцип работы очень простой. Вы выбираете ключевые слова, то есть запросы, да, пользователя, которые он должен вбивать, и на которые появляется ваше объявление. Вы можете сделать от одного такого ключевого слова до 100 тысяч ключевых слов буквально в одной кампании. То есть вы просто выбираете любые слова, на которые хотите показывать ваше объявление. Вы выбираете объявление сами, то есть вы сами пишете любой текст, который вы хотите, и указываете практически на любой сайт, на любую страницу эту рекламу. Контекстная реклама показывается и в мобильной версии, да, то есть в мобильных браузерах, и в компьютерной версии, то есть очень большой имеет охват. И у Яндекса, и у Гугла такая очень эффективная контекстная реклама. Если говорить про процент, да, размещения, 80 примерно процентов занимает контекстная реклама и вообще популярность поисковика Google, и 20% популярность поисковика Яндекса. Поэтому, чтобы не терять 20% целевой аудитории, вы можете размещаться и там, и там. Следующий способ платного продвижения – это баннерная реклама. Это КМС, да, контекстно-медийная сеть, это баннерная реклама у Гугла. И РСЯ – это рекламная сеть Яндекса, та же самая баннерная реклама, которая показывается в Яндексе. То есть КМС – это Google, РСЯ – это Яндекс. Одинаковая баннерная реклама, просто две разные рекламные системы. Принцип показа баннерной рекламы очень простой и имеет больше возможностей, чем та же самая контекстная реклама. Вы можете показывать ваше объявление, именно баннерное объявление с картинкой, с текстом, людям, которые что-нибудь искали в поиске. Допустим, если вы продаете посуду, вы можете показывать вашу рекламу тем, кто искал в интернете посуду, либо тем, кто искал какие-то рецепты, либо тем, кто искал, допустим, какие-нибудь специи, что-нибудь связано в этом роде, да. То есть вы понимаете, что если человек искал специи, то, скорее всего, он любит готовить, скорее всего, ему нужна посуда. То есть очень простая логика, и вы можете догонять их в интернете в сотнях, тысячах сайтов, которые являются партнерами Google. То есть баннера показываются не только в Google, баннера показываются на сайтах партнеров, таких как Nur.kz, Tengri News, OLX тот же самый, да, там очень много таких сайтов, это сайты с большой посещаемостью, и там есть разные баннера, которые показываются от Google и показываются от Яндекса. Вот. Вы можете показывать людям, которые что-то искали, вы можете показывать людям с определенными интересами, да, которые Google сам определяет, либо Яндекс. Вы можете показывать людям, которые находятся на каком-то конкретном сайте, либо сайте с какой-то определенной тематикой, и вы можете выбирать пол, возраст, географию людей, которым нужно показывать эту рекламу. То есть настроек на самом деле очень много, и каждый сможет подобрать себе подходящую настройку, чтобы сделать эффективную рекламу в именно формате баннеров. Следующий тип рекламы – это таргетированная реклама. Таргетированная реклама – это, по сути, такая же баннерная реклама, как КМС и РСЯ, только которая показывается в социальных сетях. То есть у ВК есть своя таргетированная реклама, у Инстаграма есть своя таргетированная реклама, у Фейсбука своя. Это все в целом баннерная реклама в социальных сетях называется таргетированная реклама. Принцип показа тоже очень простой. Вы можете выбирать пол, возраст, географию, интересы, место расположения этих людей,
которым показывать ваши баннера. Это может быть и баннер, это может быть и видеоролик, то есть форматы абсолютно разные, и можете выбирать вплоть до в сторисах и в ленте, то есть можно любое местоположение выбрать. Вот. Этим как раз-таки удобно таргетированную рекламу. В Инстаграме можно запустить таргетированную рекламу буквально в пару кликов, то есть кнопки «Продвигать» с мобильного устройства, нажимаете «Продвигать», выбираете аудиторию, выбираете, куда показывать, привязываете свою карточку и и показываете рекламу, потом вы оплачиваете. Преимущественно таргетированная реклама показывается в долг, то есть вы не платите заранее, сначала показывается реклама, потом только вы платите. То есть, это очень эффективна, на самом деле, реклама. И за счет того, что аудитория там имеет большую вовлеченность, то есть они сидят прям двумя глазами и максимально погружены в контент, вот именно за счет этого реклама становится эффективной, потому что показывается реклама прям внутри самого контента. Вот. Следующий способ платного размещения – это YouTube-реклама. То есть в YouTube можно размещать помимо своих роликов, можно также сделать рекламу. Реклама в YouTube показывается по принципу такому же, как и я говорил в КМС, Google либо RSA Яндекса, баннерной рекламы. Такой же принцип, но там еще вы можете выбрать помимо интересов и возраста, пола, географии вашей целевой аудитории, вы можете выбрать еще конкретный канал, либо какой-то конкретный видеоролик, на котором вы хотите показывать свою рекламу. И форматы там тоже есть разные. То есть мало кто знает, что YouTube – это второй поисковик в мире, то есть по посещаемости, по запросам это второй поисковик в мире. И у YouTube есть своя контекстная реклама. То есть в поиске YouTube тоже можно показывать свою рекламу на первых строчках, как и контекстную рекламу в Яндексе, так и в Гугле. Вы можете показывать видео pre-roll, то есть 5 секунд показывается ваш ролик, и только через 5 секунд человек сможет его пропустить. Я думаю, такую рекламу вы видели постоянно. И можете показывать баннера либо снизу, такой горизонтальный, либо справа сверху квадратный баннер. То есть форматов размещения в YouTube тоже очень много, и это тоже очень такая эффективная реклама, потому что возможностей настроек очень много, и все эти настройки делаются тоже через Google, то есть это все является партнерами Google, и настройки делаются, по сути, те же самые. Это были самые популярные из бесплатных и платных способов продвижения в интернете, но перед тем, как начать продвигать свой сайт или свой магазин, я рекомендую обратить внимание на две вещи. Первое – это посмотреть, корректно ли отображается ваш сайт на мобильных устройствах. Можно ли легко перейти по кнопкам и ссылкам, которые у вас указаны? Можно ли прочитать текст без увеличения экрана самого? То есть корректно ли все видно, все ли понятно на вашем сайте? Это очень важно, потому что больше 65% пользователей по статистике переходят по сайтам через мобильные устройства, то есть посещают сайты с мобильных устройств. Если вы будете запускать трафик, допустим, социальных сетей, то это преимущественно больше мобильной версии, до 90% с мобильной версии люди будут переходить. Это очень важно, чтобы вы не теряли аудиторию свою целевую. Второй момент – это установите себе на сайт бесплатные сервисы аналитики, такие как Google Analytics и Яндекс.Метрика. Вы можете установить сразу оба. Что за сервисы такие? Это сервисы аналитики, которые показывают полностью информацию о посетителе вашего сайта и дают прям подробную информацию о том, что они делали у вас. То есть, во-первых, кто это, пол, возраст, какие устройства, с какого устройства они заходили, географию, с какого города они заходили. Вы можете получить информацию, сколько времени находились на вашем сайте, сколько страниц они у вас посмотрели и что они вообще делали, оставили заявку или не оставили. Это даст более прозрачную информацию, особенно если вы запускаете трафик или размещаетесь на нескольких площадках. Допустим, вы запускаете рекламу из социальных сетей, и люди еще переходят с поисковика к вам на сайт. И чтобы вы понимали, что лучше сработало, вам как раз-таки понадобятся сервисы аналитики, такие как Яндекс.Метрика и Google Analytics. Это бесплатные сервисы, и вы можете установить их сразу оба, то есть они друг другу не мешают. Вот. Это есть то, что я хотел вам дать на этом занятии. Я надеюсь, что я дал прозрачную информацию, и вам стало понятно теперь, как двигаться, у вас уже есть какой-то план. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.